Помните, как пелось в известной песне «Лето – это маленькая жизнь». Ну пусть и маленькая, зато какой она может быть насыщенной. Тут все зависит только от тебя самого. Ну и, конечно же, от тех, кто рядом. Я имею в виду команду «Студия 11». Потому что мы готовы поделиться с вами позитивом и интересными новостями из окружающего мира. Это сейчас и сделаем. Игра, рожденная из предания. Знакомимся с коми-забавами. Уйти и вернуться. Полезные советы тем, кто собирается на прогулку. Наваляли достаточно. Выльгардская фабрика завершает рабочий сезон. У каждого народа есть свои традиционные игры и забавы, корни которых часто растут из легенд и преданий. Вот и у коми-народа есть такие. Сейчас познакомим вас с игрой, которую можно провести практически где угодно, ну а заодно проверить силу своих ног. Каждая игра у народа имеет свое особое место в жизни национальности. Вот, например, игра «Тройной прыжок». У этой забавы очень интересная история. Как-то ехал оленевод на своих нартах на оленях в путь далекий, и увидел он волков навстречу идущих. Испугался он волков. И тут он оглянулся на речку и увидел 3 камня. Сложил ножки, один раз прыгнул на первый камень, на второй камень, прыгнул на 3-й камень. И так он добрался до другого берега. И эта легенда легла в основной сюжет настоящих соревнований, которые называются «Тройной прыжок». Ножки у нас вместе. Так, первый прыжочек. 1, ножки не двигаем. 2 и 3. Это у нас были соревнования, которые называются «Тройной прыжок». Сейчас мы показали, кто из наших коми-охотников может преодолеть самую широкую реку и спасти свою жизнь. Впереди длинные выходные. Погода обещает быть хорошей. Многие поедут на природу или пойдут к водоемам. Не будем забывать о безопасности. Сейчас несколько полезных напоминаний о том, как вести себя на открытом воздухе и что должен знать человек, который останется дома, чтобы избежать неприятных ситуаций. Наконец-то у нас наступило лето. Жаркая пора, и все люди ринулись на природу, в лес, к рекам. Вот расскажите, как же себя вести детям прежде всего, чтобы оставаться в безопасности. И для нас это такой сезон, можно сказать, к которому мы готовимся круглый год. Самое главное правило, когда вы идете в природную среду, неважно, что это река, озеро, лес, поляна, хоть что, самое главное, предупредите близкого своего, родного, друга, знакомого, куда вы пошли. То есть конкретное место, куда вы пошли и во сколько вы планируете вернуться. Это самое важное, чтобы, если вдруг что-то с вами случится, поиски можно было начать как можно скорее. Второе правило, идя куда-то в природную среду, возьми с собой заряженный телефон. Это очень важно. Одень яркую одежду, возьми с собой перекус и водичку. Если ты принимаешь жизненно необходимые препараты, обязательно возьми их с собой. Возьми спички, если есть возможность. Если потерялся, самое главное правило – остановись, стой на месте, позвони 112, забей заранее в свой телефон номер нашего телефона, звони на горячую линию Лиза Алерт. То есть самое главное – потерялся, стой на месте. Помощь обязательно придет. Если ты будешь уходить куда-то дальше, самостоятельно искать выход, ничего из этого хорошего не выйдет. И когда ребенок потерялся, на чем строится алгоритм его поиска, вот если говорить о вашей деятельности? Когда падает нам заявка на 8800 на горячую линию или на сайт, начинается работа инфогруппы. То есть сначала мы прозваниваем заявителя, собираем всю полностью информацию о пропавшем. Заявки у нас все делятся по срочности, на срочные и несрочные. Если заявка срочная, мы прямо в момент прозвона заявки сразу же можем отправить патрули или автономные экипажи уже на конкретное место, если мы знаем, где потерялся человек. Да? Также после прозвона заявки, сбора информации мы сразу же прозваниваем больницы.
Мы сразу же делаем ориентировку, тему на форуме, пост в социальных сетях, собираем автономные экипажи или сбор на выезд. Все это предварительно делается с согласования небольшого с полицией. То есть с полицией мы обязательно обмениваемся всей информацией. То есть перед тем, как выехать на сбор на поиск, так скажем, проводится огромная работа, которая, по большому счету, не видна никому. Вы делаете поистине важное дело, и вот Лиза Алерт работает в каждом регионе и районе Республики Коми. И вот расскажите, кто эти люди, кто может стать волонтером? Доброволец Лиза Алерт — абсолютно обычный человек, такой же, как и вы. Мы также работаем по графику с 8 до 5, у нас также есть семьи, свои проблемы. Мы обычные люди, добровольцем может стать любой, кому исполнилось 18 лет. Главное, чтобы было желание помогать и быть нужным. Ну, наверняка есть нехватка именно в людских ресурсах, всегда не хватает добровольцев, новых людей. Но в чем еще вы нуждаетесь? Ну, конечно, главный наш ресурс — люди, потому что не хватает и поисковиков, и инфогруппа. Всегда нужны люди. Мы нуждаемся в обычной помощи, которую может оказать каждый. Это любой репост. Видишь ориентировку, сделай репост себе на страничку. Однажды твой репост может спасти чью-то жизнь. Мы всегда нуждаемся в расходных материалах, бумаге, скотчу. Как бы для кого-то это ничего не значит, а также это кому-то может спасти жизнь. В принципе, мы всегда готовы принять любую помощь. Спасибо большое. Уверена, наши телезрители обязательно откликнутся. Ну а вам желаем удачи. Спасибо. Программа событий на предстоящие выходные богата разными концертами, которые посвящены Дню России и Дню города. К слову, у нас в Сыктывкаре планируется большой велопробег, в котором примет участие и сам глава республики Владимир Уйба. Стартуют велолюбители 11 июня в 15:00. Сбор на Стефановской площади в 2 часа дня. Сыктывкар — велогород, это обязательно нужно сделать. Чем велопробег этот интересен и нужен, чтобы власти города увидели, сколько у нас любителей велосипедного спорта и задумались о выделении велосипедных дорожек городу. Почему бы не поучаствовать, если все перекроют, можно будет спокойно ехать по проезжей части со своими друзьями. Движение — это жизнь. Ждем всех на велопробег! А сегодня, 10 июня, заканчивает свой рабочий сезон Выльгородская сапоговаляльная фабрика, известная своими валенками. Этот зимний аксессуар есть у многих жителей нашего региона и даже у членов нашей олимпийской сборной по лыжным гонкам, в том числе и у Сан Саныча Большунова. Так вот, за прошедший сезон наша фабрика изготовила 70 тысяч пар валенок, и сейчас мы побываем в одном из цехов уникального предприятия. Чесально-формовочный цех, где происходит чесание конусов, то есть будущего голенища валенка, и формование основы полуфабриката валеной обуви. Вот на этой машине происходит чесание конуса. Конус — это будущее голенище валеной обуви. Свойства шерсти таковы, что она в процессе свойлачивания уменьшается в 2 раза. То есть конус мы должны начесать и, соответственно, полуфабрикат сформовать в 2 раза больше нужного нам размера. После этого, когда чесальная машина начесала конус, его снимают с каретки и уплотняют на горячей плите, куда подается пар. Пар снизу подается в плиту, и сверху в процессе уплотнения идет предварительное свойлачивание. Вот закончился чесание конуса. Сейчас девушка его снимет и положит на плиту. Дальше формальщица забирает конус и вручную уже формует, так сказать, голову нашему валенку будущему. И получается полуфабрикат,
который заформован вручную, в 2 раза, повторяюсь, в 2 раза больше нужного нам размера. Вот. Девушка сейчас нам покажет, как она формует валеночки. За смену она должна сделать 240 штук. 260 поправляет, то есть норму уже увеличили. Спрос на валенки поднялся. Вот, все это вручную делается. Поэтому нельзя сказать, что просто как валенок. Валенок сделать очень сложно. Нужно иметь специальные навыки. Нужно подходить ко всему процессу творчески, с душой и с любовью. Тем временем мы на экваторе нашего выпуска. Продолжим эфир сразу после короткого перерыва. Не переключайтесь. Это студия 11. Оставайтесь с нами, и тогда узнаете еще кое-что интересное. Экзотика, которая рядом. В Сыктывкаре открылась необычная живая выставка. 30-я юбилейная. Чем запомнилась российская студенческая весна студентам из Коми? Совмещенная несовместимость или коллизии времени. Современные технологии на вооружение викингов. Увидеть то, что никогда не видели. Сделать фотографию необычного представителя фауны из другой части планеты. Все это возможно. В Сыктывкаре открылась выставка экзотических животных. В обществе приматов и рептилий побывала и моя коллега Евгения Кладкевич. Кто понравился ей больше всего? Сейчас узнаем. От Северной и Южной Америки до Африки и Азии на выставке сыктывкарцев встречают более 70 видов животных из разных уголков планеты. Некоторые, как, например, попугаи ара, удивляют прямо с порога. Разноцветные птицы, виртуозно размахивая крыльями, перелетают с клетки на клетку. Пернатых выпускают, чтобы те размяли крылья. К слову, ара в мире животных – долгожители. Попугаи могут дорасти аж до 120 лет. Пестрым красавчикам на выставке уже больше 50. Одно из самых дружелюбных животных на выставке – это енот Соня. Ей 12 лет, и периодически к ней в загон запускают различных животных. На этот раз в гости к ней заглянула угольная черепаха. Южноамериканский гость получил такое название благодаря цвету своего панциря. Только посмотрите, какого темного угольного цвета он. Соня дружелюбно относится и к посетителям выставки, поэтому ее частенько выпускают погулять по залу. Спокойствие и блаженство можно наблюдать в аквариумах. Здесь под ярким светом ламп калачиком свернулись змеи. Десятки рептилий разного размера и цвета. Африканский тигровый питон, императорский удав или молочная змея. Эта розовая малышка обитает в Мексике. Название ее пришло из мифа. Согласно древним историям, когда-то мексиканцы думали, что змея способна выдаивать молоко у коров. Ребенок уже со вчерашнего вечера увидела плакат выставки «Я хочу туда, я хочу туда». Змей хочу посмотреть, вот радуется. Пока все нравится, но я думаю, что у нас редко такие выставки, поэтому детям всегда нравится разнообразие. Мне понравился енот сейчас. Очень необычно, когда енота выпускают прям в зал. Да, и странно, что он не уходит делать покупки сразу. Очень интересно, необычные животные. К паучкам, конечно, мы не ходили. Почему? Страшно. Но они же в аквариуме. Все равно вид такой. Змейки интересные, вот дочке змейки понравились. Содержание экзотических животных – дело непростое, отмечают организаторы. Ведь для них нужны специальные условия и качественно подобранный разнообразный рацион. Приматы и рептилии, например, вместе с основным кормом обязательно получают еще и витамины. За клетками животных тщательно ухаживают, их регулярно чистят, ну а внутри есть все необходимое для комфортной жизнедеятельности. Искусственные листья, как имитация дикой природы, свет, а еще, что немаловажно, контролируется температура. Для этого внутри имеются специальные термометры. Не каждый день
увидишь в Сыктывкаре или у своих друзей, знакомых какие-то подобные. У кого-то, может быть, есть, но это там несколько видов, да. А здесь и питоны, удавы. И у нас, что интересно, мы попугайчиков, видите, отпускаем. То есть посетители могут понаблюдать, если им посчастливится, как они летают по залу. То есть яга у нас, она постоянно летает, она, видите, ручная. То есть она к одному прилетит, ко второму, если станет скучно, она такая, она больше к людям. Вот. А остальные попугайчики, они больше сами к себе как бы расположены. Выставка экзотических животных «Живые тропики» будет работать в столице Коми до 10 июля. Познакомиться с необычными представителями звериного мира можно с четверга по воскресенье с 11 утра до 8 вечера по адресу город Сыктывкар, улица Коммунистическая, 50. В ближайший праздничный выходной 13 июня выставка также будет принимать гостей. Вдогонку еще одна новость, связанная с животным миром. В одной из ветеринарных клиник дикой природы сотрудники увидели, что самка сокола с поврежденным крылом кормит осиротевших птенцов другого вида в соседней клетке. Потом их, естественно, поселили вместе. Так у них будет больше шансов выжить и выздороветь. Как говорится, чужих детей не бывает, даже в дикой природе. В Самаре прошел юбилейный 30-й фестиваль «Российская студенческая весна». Он объединил более 3500 студентов из 85 регионов нашей страны. Конечно, там была и делегация из нашей республики. В студии 11 представитель нашей команды студентов и победитель юбилейной студвесны Валерия Иванова. Лера, привет. Привет. Ну, я тебя, во-первых, поздравляю с победой. Как вообще ты попала вот на этот фестиваль? Ну, мы проходили конкурсный отбор в нашей республике. Вот так и прошла по региону. Давно ли ты поешь? Довольно-таки давно, всю жизнь этим занимаюсь. Направление у тебя был вокал, верно? Вокал, да, эстрадный. Как вообще проходили вот этапы оценивания, то есть жюри, как обстановка, вот более подробнее об этом? На региональном этапе или уже в Самаре? Давай начнем с регионального этапа. Наверное, не все зрители знают о том, что сначала нужно выдвинуть свою кандидатуру на региональном этапе, да? Да. Тут нужно пройти. Да, нам нужно далее... было отправить видеозаявку. Вот, спеть, и по итогу у нас был большой гала-концерт, очень классный, вот, и там нас наградили уже. Ну вот в Сыктывкаре ты знала, что ты прям победишь, ты сильная? Нет, конечно, вообще никогда об этом не думала. И тут ты на России, ты едешь на российскую студенческую весну, какие эмоции тебя переполняли? Честно, я ехала со студенткой со своего коллектива, с Леной Кукшиновой, у нее было первое место здесь по региону, вот, очень классно, и... Для меня как-то были важнее ее эмоции, вот, чем свои. Я чувствовала какую-то ответственность, потому что я руководитель коллектива, она мой студент. Делегация большая у вас была? Вот какие еще направления были? На самом деле у нас была довольно-таки маленькая делегация. Ну, как мне кажется, у нас всего было человек 20. Были танцоры из Ухты, United Beat. У них, кстати, 3-е место вот, в своей номинации. Очень крутые ребята, бомбические. Медийщики наши были, журналисты, ребята. Певцы. Вот. Какую песню ты исполняла на конкурсном этапе? Я пела французскую песню «Живоль». Это песня из кинофильма «Семейка Бельер». Мне ее посоветовала моя преподавательница по французскому. Вот, я из-за этого очень благодарна. Довольна ли ты была своим выступлением? Ведь там были звезды такие, ну, крупной величины, да? Владимир Коробко, мы все его знаем. Я не смотрела свои выступления. Я, в принципе, старалась не поддаваться вот всей этой панике всеобщей, которая у нас там была и за сценой, и уже после выступления, когда мы понимали, что нас оценили. Какие вообще в целом вот эмоции по поводу фестиваля? Какая там была атмосфера? Атмосфера праздника — это точно. Это самая творческая, наверное, атмосфера. Самый творческий фестиваль, самый молодежный. Я знаю, что очень много было хедлайнеров, да, выступало, и много студентов. Помимо вот, образовательной функции у вас была еще и развлекательная. Да. А что помимо еще вот конкурса было, вот помимо выступления, чем еще занимались?
Ходили, поддерживали ребят на разных площадках вообще. Можно было привести свою региональную программу. Этим хотим заняться в следующем году. А помимо выступления, вот вы выступили, у вас были какие-нибудь мастер-классы, там, обратная связь от членов жюри? Да, были мастер-классы, длились примерно час. По каждому направлению можно было прийти, пообщаться с членами жюри тоже. Вот. Мастер-классы были здоровские. Но ты рада, что ты попала на Российскую студенческую весну? Вот 30-й раз, а я, насколько знаю, ты в первый раз, да, на этом фестивале? Безусловно. Вообще удачное, наверное, стечение таких обстоятельств попасть на юбилейную весну. Еще и ты выпускница, насколько я знаю, да, 5-й курс. Ну, круто, я тебя еще раз от всей души поздравляю и с наступающим выпускным. Удачи сдать государственные экзамены. Спасибо. Одна из самых главных возможностей человека – это мечтать. Именно мечты заводили мысли в такие дали, что позволяли создавать самые безумные вещи, прекрасные произведения искусства, да просто поиграть со временем и пространством. Давайте на секунду представим, если бы у древних викингов были смартфоны и они умели ими пользоваться. Это была «Студия 11». Мы отправляемся на поиски новых тем сюжетов, чтобы порадовать и удивить вас. Не пропустите это лето, поставьте его яркость на максимум, несмотря ни на что. Пока-пока!